В этом выпуске я расскажу и покажу еще про одно село в республике Ингушетия – Яндари. Там бежит небольшая речка. Увидите улицы в этом замечательном селе. Только скажи честно, если я отсюда наберу воды и попью, я не умру? Узнаете, о чем я говорил с местными жителями. Вот где он столб, видите? Угу. Вот там было захоронение. Также заглянул в ДК села Яндари. Вот это тот самый пандарь, если я не ошибаюсь, да? И я с Имраном и с детьми побывали на старом кладбище на кургане. Я приехал еще в одно село в Ингушетии, там, где играет на пандаре. Все дело в том, что есть такая песня «Яндари», где играет на пандаре. Всех моих подписчиков, а также постоянных зрителей я приветствую. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. И как я уже сказал, я вас продолжаю знакомить с сельской жизнью, потому что в Ингушетии больше сел и станиц, чем городов. И в принципе вся здесь жизнь, она настоящая, находится в селе. Если вам интересно, как живут в селе Яндари, что здесь есть, какие достопримечательности, я сейчас просто жду своего знакомого Имрана, он обещал все показать, тогда прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие блоги, а также прямые эфиры, поставьте лайк этому видео и напишите ваш комментарий. Может быть, я что-то упущу и вам будет что добавить. Если хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим блогом. Самое главное, досмотрите это видео до конца, никуда не уходите, у меня интересно. Поехали! В Яндаре, вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. Я в ожидании своего знакомого ингуша, который проживает здесь, в этом селе Яндари. Кстати, он меня сюда пригласил, я приехал с детьми. Нахожусь недалеко от улицы Мальсагова. Здесь такой небольшой типа скверик. Наверное, местные жители это все организовали здесь. Выложили плиточку, поставили лавочку. Там бежит небольшая речка. Ну, знаете, почему-то она какая-то мутная, грязноватая. Да, мне тут уже подсказывают, что есть родник. Без меня уже везде все были. Но прежде чем нам дойти до родника, нам бы сначала познакомиться вживую, воочию с моим подписчиком, знакомым и жителем села Яндари с Имраном. Ну что, погнали. Имран не хочет, чтобы я его показывал. Он стесняется. Вот. Зато кое-кто тут даже и стесняться не собирается, он постоянно в кадре. Как тебя зовут? Уже все подписчики знают. Ну что, тогда куда мы пойдем? В мечеть пойдем, где родник? Ну пойдем, да. Так, мне сказали, что здесь одна из достопримечательностей, помимо вот этой мечети, мы еще на дроне пролетим. Есть здесь родник. Вот этот уже все знает. Когда ты успел? Расскажи, пожалуйста. У меня здесь тетя работает. Тетя работает. Кем? Стоматология. Слушай, здесь стоит остановка, автобусы здесь ходят. А автобусы, которые газельки или нормальные? Ну, пазики. И куда они едут? В Назрань? Как часто ходят? Еще раз. Каждый день. Каждый день. Раз в день. А, например, если ты учишься в Назране, получается, ну, утром, и, ну, в Назране, наверное, нет, в Магасе там университет у вас стоит. Магас тоже же едет? Да. Короче, получилось, что мы поехали на такси, и с нас взяли из Карабулака, мы за пятачком живем там, до сюда, то есть до Мальсагова, до этой остановки 200 рублей. Да. Короче, в Ингушетии такси даже дороже, чем в Краснодаре. Но, с другой стороны, это же из одного города
хотел сказать, в другой город, в село ехать, в другое. Поэтому так, по тарифу. Я все время забываю про это. Мама всегда у меня смеется, потому что я куда-нибудь еду, снимаю сторисы, и она говорит: подожди, говорит, ты был в одном городе, проехал несколько сел, ты уже, говорит, купил торт в третьем там в Назрани городе, и уже, говорит, сидишь где-то там в магасе. Это, говорит, как? Как ты так быстро? У нас просто на Алтае так невозможно. Это новая мечеть? Да. Которая только, наверное, строится. И она не работает, да? Да, работает. Работает уже? Ну, это хорошо. Так. Индюки. Нифига себе их там, смотри, сколько много. Такие смешные. Это большие, а эти маленькие. Но это не индюки, это индюшки. Индюки, они с большой соплей красной. А еще в Ингушетии очень много... Да, сейчас мы... ив, я заметил, они везде очень красивые. Но здесь ива еще как-то ну, подходит, потому что родник бежит. Я не знаю, родник же это называется, как правильно. Мне так сказали. А это что? Родник есть? А, вон оно. И здесь специально так облагородили, чтобы... Только скажи честно, если я отсюда наберу воды и попью, я не умру? Это не та вода, которая бежит оттуда? Нет, другая. Ну да, здесь вода чистая. Ну и чтобы проверить... Да, возьми там. Клини, сюда приезжать. А? Клини, сюда приезжать. Да. Да, Имран рассказывает, что из Клиева сюда приезжает, чтобы воду набрать. У нас нет стаканчика, сейчас я выпью. Думаю, что я не отравлюсь. Не, вода вкусная. Вот есть бутылки, Чисто. а вон через Карабулак тоже не любят. Всегда откуда вкусно сюда приезжают. Кстати, в Ингушетии постоянная проблема с водой, с чистой водой. Я вам потом покажу в Карабулаке. У нас просто сеточка есть, которая вкручивается в кран. И мы ее каждый день откручиваем, и там мелкие-мелкие такие беленькие камушки. И все это, если пить из-под крана воду, конечно же, остается здесь, в нашем организме, в почках, образуются камни, а потом вас увезут на операцию. Поэтому, видите, в Ингушетии есть родники, Аса, здесь большая река в горах течет. Но почему-то власть местная не может никак сделать так, чтобы обеспечить водой чистой и стабильной, чтобы ее не отключали жителям Ингушетии. Да? Хотя нам уже 2 недели в Карабулаке не отключают. У вас нормально с водой? Тоже вот мне рыбка, Ни проблем не бывает. Вам везет, где рыбка? она под камень шла. В общем, он здесь нашел каких-то рачков в этом роднике. Я не знаю, что это. Ну, похоже на креветку. Но это точно не креветка. Сейчас я ее обратно верну. Да на тебя она похожа. Если так можно сказать, то это практически сердце села Яндари. Здесь вот находится администрация села. Висит российские и ингушские флаги. Почта России, на которую, кстати, мне нужно сходить, чтобы отправить подарок одной из своих подписчиц. Стоматология. Это случайно не здесь стоматология находится? Здесь, да? А это просто их родственники. Да, держат. А что там дальше? Еще какая-то больница? А, закрыли ее. Угу. Да, мы уже поняли. Там еще один родник. Вон барашки пасутся. Мне вас очень жаль всегда, потому что на вас на Курбан-Байрам. Вот этот очень красивый баран. Необычный. Не пугаю. А, он привязан. И они еще так прыгают смешно, когда быстро бегают. Боятся. А почему одного привязали? Он, наверное, непослушный. И они, главное, за ним бегают. Это самое смешное. Он, значит, главный. Сейчас, давай подойдем. Иди сюда, я тебя сниму. Руслан, не пугай их. Я просто покажу. Они убегают. Ну, как сказать? Цыплят. Уже взрослые.
Они не взрослые, не маленькие. Так, а ты говоришь, это заброшенный магазин, да? Вот это здание. Видите, какое большое здание пропадает. Раньше, говорят, здесь был магазин, теперь его нет. А давай проникнем. Хотя там что-то строят. Вон. Руслан, как всегда, говорит, давайте, да, здесь что-то строят. Не делай ничего. Пока я тебя здесь не оставил жить. В Яндаре вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. Ну что, друзья, вот не каждое село может похвастаться, например, хорошим детским садом, который здесь есть. Вот буквально по соседству от Дома культуры. А здесь я нахожусь сейчас на территории Дома культуры. Вот, покажи. Здесь очень красиво. Видите, какой вид. А здесь есть, видимо, какая-то мемориальная доска, посвященная людям, которые погибли. Особенно с телефоном. Посвященные людям, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. Я даже вижу, есть ветераны Афганистана. Вы знаете, вот, вернувшиеся участники Великой Отечественной войны с села Яндари. Просто очень много ходит от тердышей информации, что ингуши никогда не принимали участие в Великой Отечественной войны, что они были предателями, бандитами. А у меня тогда вопрос, откуда все эти фамилии? Потому что такой мемориал нельзя взять и поставить, и нарисовать, что вы захотите. Это все согласовано с властями России, ну, можно сказать, там, с Москвой. Посмотрите, сколько фамилий на доске ингушских, чисто ингушских, здесь нет других фамилий. Местных жителей, которые когда-то ушли на фронт Великой Отечественной войны, либо вернулись оттуда живыми. Правда, когда они вернулись, они были в ужасе от того, что узнали, потому что весь их народ, который оставался, стариков, женщин, детей, и те, кто по состоянию здоровья не могли воевать, были депортированы в Среднюю Азию, в Казахстан. Это большая трагедия, смотрите мои блоги, я был в Казахстане в феврале месяце и об этом снимал. Ну и так, чтобы не было потом недопониманий и меня не обвиняли, что я там что-то провоцирую и так далее. Я так некоторые фамилии зачитаю. Те, кто не вернулись, я так понимаю. Видите, написано, добровольно ушли на фронт. Видимо, вот эти не вернулись, да? Да. А, вот эти вернулись. Ну, чтоб... Нет, тут написано вот вернувшиеся, вот здесь, внизу, наверное. А вот эти не вернулись. Ну, умерли, погибли. Да, там тоже так. Да. Вот не вернулись, например, Ганижев Абдурахман Абукарович, Евлоев Башир Юсупович, Кадзоев Хаджибекар Мусиевич, Костоев Гапур Мусиевич. А так некоторые выбрал фамилии, только не обижайтесь. А те, кто вернулись, остались живыми и увидели всю несправедливость, столкнулись с тем, что здесь было на этих землях, когда депортировали ингушей, чеченцев, войнахов. Вот. Бариев Юсуп Гасумович, Евлоев, а тут смотри, там Евлоев Башир, да, и там. Они могут, ну, в принципе, у вас Аушевых Русланов столько много, даже у меня 4 знакомых. Там Мальсагов Магомед, Арцевич, кстати, улица Мальсагова здесь недалеко находится, вот изначально я туда приехал. Хамхоев Абукар Газотович, ну, может быть, ошиблись, я не знаю. Так, вот тема популярная про Афганистан. Сейчас то, что там происходит, целый хаос. Талибы захватили весь Афганистан и теперь будут, видимо, править. Амирханов Абубукар Юсупович, Гандалоев Магомед Мирзаевич, Евлоев Руслан Яхеевич, Латыров Магомед Сусуркаевич и Мальсагов Хамид Ахметович, там двойное имя, и Накастхоев Ибрагим Ахметович. И погибли еще при исполнении сотрудники МВД Республики Ингушетия, что часто бывает, особенно если
Здесь происходит, ну, сами знаете, не все хорошие люди. Здесь, на территории Ингушетии, были и теракты. Боевики только что не пытались сделать. Но сейчас все тихо, спокойно. Это радует. И дай бог, чтобы был мир всегда здесь. В Яндаре вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. Друзья, нас приветливо пригласили в Дом культуры села Яндаре. Видите, все абсолютно новое. Здесь очень красиво. Вот это тот самый пандарь, если я не ошибаюсь, да? Песня поется Яндаре, где играют на пандаре. Для тех подписчиков, кто не проживает в Ингушетии и по своей национальности не ингуш, а там русские, меня смотрят украинцы, белорусы, пандарь выглядит именно вот так. Видите, написано Казань, видимо, из Казани. Такая вот швейная машинка, очень старая. А это, видимо, барана чесали, да? Вот, или что-то. Сначала что-то чесали, а потом. Да, а вот потом вот на. Я забыл, как это называется. Делали нить. В общем. А здесь воду носили. Да. Как же это? Подписчики мне подскажут, как это называется. Прялка. Во. Пряли. Нить. В общем, шерсть. И потом вязали платки, носки, варежки и так далее. Тут немножко другой пандарь. В таком готовили, кстати, посуду. Посуду, говорю, готовили. Готовили еду, уже заговорился. Так, ну про кувшин я много раз рассказывал. Я недавно побывал на свадьбе ингушской. И вот невесту отправляли по воду именно с таким кувшином. И, в принципе, девушки ходили на родник для того, чтобы не только воды набрать, но еще и познакомиться вот, с парнем. И парни приходили на родник, чтобы, соответственно, знакомиться вот с девушками. Так. Ну, я не могу не заметить ковер с орнаментом ингушским. Красиво? Да, красиво. Так. Это нарисовано или это из ткани? Вот, ткань, да? Ткань. Да. Видите, на ткани сделали фотопринт, наверное, тоже. Красиво. А вот кто-нибудь мог бы рассказать, чему вы здесь учите детей, к вам приходят, да? А у вас с директором можно же разговаривать с вами? Можно. Да, Вот, сейчас самое главное покажу. вот директор наш. А где? А, с вами? Нет, вот директор. Вот. Прощай, ковид, который всех уже достал здесь. Патим! Все переболели. Патима! Сейчас. Да. В ДК Яндаре проходят разные концерты, но самое главное, здесь творчески помогают развиваться детям, будущему республики. Деревня эта основана в 1827 году. Как бы, якобы, исторических фактов у нас нету. Просоветовал весь архив, Мальсаговский архив, эта деревня подарена батюшкой Александром Первым за заслугу перед Отечеством, деду нашему Мальсагову Айтибу. Ему подарены были эти земли для охотничьей угоды. Самый первый дом, который здесь построили, он, синие ворота, видите? Там он до сих пор стоит, этот дом. А это памятник Малгобеке, когда была Великая Отечественная война,
Здесь стоял госпиталь. Оттуда это считался тыл. А вот здесь госпиталь стоял. В этом госпитале, здесь, между прочим, захоронен, волонтеры были в прошлом году, здесь захоронен министр Чечено-Ингушетии связи, генерал похоронен здесь. Его внук искал, я куда захоронение, как тут говорят, старые люди, вот где он стол битти, вот там было захоронение. А памятник в 1958 году основатель Ингушского музея Мальсагу Туган, он сюда поставил этот памятник на возвышенный. Он конкретно, где захоронение, он не знал. Вот так. Ну так, село вместе дружное, брач был, колхоз был, хозяйство все было сейчас. При советах нормально жили, все в достатке было. А сейчас никакой работы, ничего нету. Да я вон вижу, мне сказал, вот Имран рассказал, вон у нас магазин закрыто, все закрыто. Да, основном тут деревни чем живут? Скот держит. Да, заметили, бараны, индюки, курицы, Да. коровы ходят. Скот держит там. В основном они вот этим занимаются. Ну, ты видел, деревня очень красивая. Там наверху был? Нет, мы хотим подняться, куда, Имран? Куда-то наверх, где есть кладбище какое-то. Да. Вот. А, это туда вам надо наверх. Мча. Это давношние захоронения были, когда мы были на высылке. Да, вот я про депортацию, да. Да, депортация, когда была в 1943 году. Там были могилы. Ну, они все сейчас. Там ничего не видите. А мне интересно еще, просто вот в Доме культуры я увидел там стенд, фамилия Хашагульгов. Он здесь что сделал в этом селе? Он писатель был. Писатель? Да. Ага. Он Хашагульгов. Все, я понял тогда. Мне рассказывали. Ну все, да. Писатель был. Писатель, поэтому. Да, он сюда Ну, вот вернулся. этот Баматкири, освободитель Брестской крепости, защитник Брестской крепости, он же наш один сельчанин. Я был, кстати, в Бресте, снимал вашу фамилию. Он оттуда уехал. Мы родом Мальсагу, а эти Барханоевы. Да, Потом первые заселились сюда вместе Мальсагу. Племянники были Хашагульговы. Потом Падиевы, потом Евлоевы. Вот так заселились здесь. Ну, земли, вы видите, прекрасные здесь земли. Лес, природа, родники какие тут у нас. Да, заходили, вот около мечети есть. А мечеть давно построили вот эту? Мечеть построили в 2000 годах, ее построили. Но сейчас реставрация заканчивается, перестроили ее. Вот она была, просто ее... Мечеть не было, тут маленькая мечеть была. Потом, когда Советский Союз развалился, построили эту мечеть. И потом ее перенесли в помещение маленькое, сказали. Вот это мемориет они вот сейчас летом только закончили. Вот такая. Ну, мечеть красивая, большая стала. Еще вижу, что у вас здесь растет много чего, как прям в Краснодарском крае. Вон айва, виноград, яблоки, груши. Ну, это молодой сад я посадил. А, это все ваше, да? Здесь? Да, я ее посадил. Ну, у меня земля до суда только. Ну, на всякий случай, может, кто захочет сесть. Лавочку сделали, да, с виноградником. Да. Айва хорошая прям у вас, вот прям такая. А еще рано. Ну да. Это как мне племянник написал, говорит, почему яблоки волосатые? Я говорю, потому что тут кавказцы живут. Это айва, друзья, вкусно очень, особенно варенье и компот. Я, по-моему, давно по Кавказу, я в интернете смотрел. По Кавказу ты давно вроде в Чечне был? 2 года, да. Вот в Чечню в пятницу поеду. Вот. На свадьбе ты здесь был, Ингушетии? У Бековых, да, это друг мой Хамзат. Хамзата, отца я хорошо знал. Да, он тоже хороший человек, говорят. Да, с отцом я работал. Ну вот я сейчас мой адвокат Беков Магомед и Тачиев Башир. Это одна команда. Это у них, эта семья у них очень знаменитая была. При советах они хорошо к ним относились. Ну как тебе сказать, у нас же кланы идут. А отец у них достойный человек был. Бабули его звали. Да. А Казбеком мы параллельно учились. У него брат старший Казбек.
Казбек, Батыр. Вот эти братья, у них я по интернету видел на свадьбе. Вот такие дела. Артем, любое время захочи, я здесь еще. Да, хорошо, спасибо. Отдельные комнаты есть для гостей. Сейчас вот этот флюгер я дострою. Здесь у меня вот машина, когда поломалась, и дагестанцы тоже живут. Я сам дальнобойщика проработал 30 с лишним лет. И до сих пор у нас КамАЗ всю Россию исколесил. От Читы до Мурманска, Печенка, есть там финская граница. Всю Россию исколесил на КамАЗе. Вот такие вот. А вот еще такой последний вопрос. Помимо ингушей и чеченцев в войнах, здесь кто-нибудь еще живут? Нет. Нет. То есть русских нет. Осетин, может быть. Были русские, были. Народы Дагестана. Развал государства как начался, вот этот Всё. Карбулак, станица Троицкая, потом Сунжа, Нестеровка. В Назране очень много было донских казаков. Да. Очень много было. Но они разъехались. Там тоже их не принимают в Краснодаре. Езжайте, говорят, в свои Ингушетию. Я к ним в гости езжу, кстати. Тоже приезжают. В армии тоже вместе были. Отсюда казаки со мной служили. Из станицы Троицкого. Вот такие дела здесь. Да. Спасибо. Давайте удачи. Спасибо. Заходи в любое время. Обязательно. Вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. В общем, на эту гору нас поднял Али. Так, по-моему, звали мужчину, ингуш. Он-то меня узнал, мой подписчик. Здесь, вот на этих курганах, наверное, либо в холмах, находится старое кладбище, правильно, да? Или точнее находилось, потому что остались только камни. Вот здесь? Да. Мы, к сожалению, поздно приехали, потому что днем жарко очень здесь ходить, печет, а вот сейчас очень комфортная погода. Ну, в любом случае, я думаю, видно будет, да. Вот остатки кладбища. Здесь вот камни. Когда-то здесь находилось кладбище, и... А почему его здесь больше нет? Это после депортации, наверное. Да, скорее всего. Делали же все так, чтобы не было ни кладбищ, ни книг, ни вообще каких-то упоминаний о войнах. По-моему, это же село переназвали, да, когда депортировали? Нет? Так же называлось? Яндарь? Так, вот еще. Да, камень. Жалко, что нет надписи на камнях. Тут есть, но тут, видишь, ну... Да нет, видно все, но не видно какой год. Видишь, пол камня снесено и так уже чуть-чуть. Вот тут что-то фамилия Ха. Вот видишь, здесь, А, да, здесь. здесь был похоронен, наверное, или что. В общем, чей-то камень особо... Да, здесь написано, а что там было дальше написано. Неразборчиво. А, вот здесь все видно. По-моему, да. Все это было больше. Прах. Ну тоже непонятно. Вот второе слово ЧД. Так, хотя бы год увидеть, я не знаю. Давай. Вот тут? Вот, Вот это 1700, нет? Вот один, по-моему. 700? 7, 900. 5. 900 вроде бы. А, 9, 5, Да, 3. 9. Да, 1953. Что-то здесь нашли. Что? Крест. Крест? Да. Это, получается,
кто-то из христианин? А может, это орнамент ингушский? У вас много орнаментов. Ну, просто часть осталась. Я думаю, что вряд ли здесь. Ну, хотя кто его знает. Вот тут написано, что Джанаева. Джанаева. Вот Д, Ж, А, Н, А. Второе. Снизу. Ева, да. Фамилия это что? А, вот, Ефима. Да, ты прав, наверное. Ефима не бывает ингуш. Да, крест здесь. Видно. Да. На самом деле очень просто ответить на вопрос, откуда эти могилы на кургане в Яндаре. Все дело в том, что в феврале 1944 года, когда депортировали ингушей с их родных земель, заселили соседей ингушей, жителей Северной Осетии, то есть осетин, на эти земли, которые жили до 1956 года, пока ингуши вновь не вернулись на свои родные земли. И пока они жили, конечно же, люди рождались, умирали, а те, кто умирали, их нужно было где-то хоронить, вот они их и хоронили. Ингуши не убирают эти кладбища и хранят их. Самое главное, что они поступают по доброте и по совести. И самое главное, боятся Бога, потому что нельзя разорять, заниматься вандализмом, да, и в целом трогать чужие могилы и кладбища. В Яндаре вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. Ну и самая интересная часть. Вы же любите смотреть, сколько что стоит и кто что ест. Я вот не очень люблю снимать цены и еду, но по вашим просьбам. Килограмм яблок, можно сказать, на конец августа месяца здесь стоит 80 рублей. Я не знаю сорт, но вот эти яблоки очень вкусные. Эти яблоки 90 рублей за килограмм, апельсины 90 рублей. Нектарины не знаю. 110. Огурцы 60, 110, да? Да, вот тут продамашкара 110 рублей. А огурцы по 60 рублей. Так, что тут еще есть? Ну, всякие приправы вот по 20 рублей, по 35. Конфеты Сникерс, Баунти написано, 435 рублей. Самое интересное, мне кажется, вот яйцо, тоже надо. Не написано, да? Не написано. Ценников нет, странно. То есть, вот вафли по 45 рублей. Самое главное здесь вот лапша, вот, ну, это гречка только 75 рублей. Они, конечно, становятся больше. Когда жаришь? Я видел такой вот этот. 45 рублей. А кто это житель? Почему написано ислам? Ну, ислам написано. Кто-то, ну, производитель. Написано, что, ну, это наклейка переклеили наклейку. Ну вот тоже ислам, видите? 80 рублей. Нет, все равно переклеено. Ну, кто-то из ваших мест делает. Нет. К концу дня, конечно же, все разобрали здесь, но буханка такого хлеба здесь стоит 17 рублей, как мне сказали. А вот маленький ребенок себе выбирает машинку или автомат. Я просто смотрю, я вообще вилки сначала. Вилки. Ну, такой магазин небольшой, но самое необходимое, все можно купить. Сахар, муку, Точно можно купить. чипсы, да? Самое необходимое. Это необходимое, конечно. Я вышел из магазина здесь. Ребята говорят, что делать будем? А Имран говорит, а у нас тут делать-то и нечего. У вас спортивные клубы есть? Есть? Спортзал именно или там дзюдо, бокс? Есть, да? Но вечером
Так-то заняться есть чем. Дом культуры, вон, спортивные залы есть. Имеется в виду, что вечером здесь вот так на лавочке только сидеть в интернете и семечки щелкать. Ну, как все это делают. Больше нечем заняться. Не нормально прогуляться где-то. Может быть, парк построить какой-то, я не знаю. Ну, знаете, какое самое главное у ингушей развлечение? Это кататься на Ладе Приоре. Или на Лада Гранте. Под музыку. А? Под музыку. Под музыку, под лезгинку, да. Вот так где-нибудь, где свет есть, они съезжаются все, собираются и все. Наверное, все, я не знаю. Вот мы сейчас стоим, даже сами не знаем, чем нам заняться. Да, скажи, что домой сейчас поедем в итоге на такси. Кстати, такси здесь есть Тишим какой-то. Как у вас? Тешим. Да, Тешим. Еще Карабулакская, где меня постоянно Знаешь, узнают. Да? По Такси голосу. Стрела эконом 06. Такси закат, знаешь, вот есть такси Карабулак. Закат. Закат этого выпуска. Прямо сейчас. Он заканчивается. Если вам понравился этот блог, то поставь ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну и самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами не прощаюсь, я вам говорю. До встречи. Песня позабытая, недопетые слова, как примятая копытами поднимается трава, а ветер гонит все выше в горы табун усталых белых облаков, а небо хочет напиться ночи, и только слышно где-то далеко. В Яндаре, вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре, в Яндаре. В Яндаре, в Яндаре, вечером играют на пандаре. В Яндаре, в Яндаре.